Мына ушул тынычтык, мына ушул бейпилдик жана ошондой эле кыргыздын жаны менен бирге болгон тоолору дайыма адамдарга эргүү тартуулайт. Бирок ушул кезде мекен чегинде биздин ушул мекендин бейпилдиги, тынчтыгы үчүн милдетин өтөп жаткан аскерлерибиз бар. Саламатсыздарбы? Сиздер Мен Кыргызстандыкын көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Пример показать, я пошел в армию. Пример показать, то, что чтобы не где-то не бродить, а вот можно сюда прийти в армию и подумать, вот, чем в дальнейшем заниматься. Военкомат чакырды мени. Ойлондум. Өзүм келдим армияга. Ну, в армию я еще планировал сразу после школы, как я 11 класс закончил, я сразу планировал идти в армию. Никуда даже не поступил учиться. Вот. Но ожидал того момента, когда придет повестка. Повестка пришла, я медобследование прошел, годен. Мне сказали, вот, такого числа придешь, позвонишь, позвоним тебе и придешь. Мне задали вопрос, хочешь альтернативную службу или отслужить? Я сказал, можно ли подумать. Да, мне дали 1 день. Я дома поговорил, с бабушкой поговорил, с тетей поговорил. Мне уговаривали, сказали, давай альтернативу заплатим. Дальше будешь работать. Я, нет, давайте, говорю, отслужу. Ничего страшного, год быстро пройдет. И вот уже 10 месяцев прошло, как будто вчера только служить пришел. Сейчас 2 месяца осталось, уже через 2 месяца всего лишь, какие-то 2 месяца осталось, скоро уже домой. Сначала было тяжело, типа без родителей, типа сразу вроде бы каких-то 2 дня прошло, но скучал по родителям так, как будто год прошел. Сейчас уже более-менее привык. Первый день как проходили, как сказать, курс молодого бойца. Первый день службы — это когда ничего не понимаешь. Командир, не командиры, вот, постоянно кричат. Ну, из-за того, что молодой, ничего не знаешь. Волнения было много. День за днем учились строевыми маршами, отход-подход командира, вот это вот каждый день. Бывало трудно. Потом обязанности учили постоянно. Ну, это самое сложное было. Ну, прошли через это. После этого легко стало. В наряды выходить, в караул выходил. Вот. Никто за тобой не бегает, как дома. Вот, мама, иди покушай, иди то сделай, это сделай. Ты уже сам к всему привыкаешь. Это хорошие воспоминания. Как только первые дни знакомства, как только познакомились. Вот. Где-то что-то не делили, вот я там сплю или я там сплю, что-то не делили, друг друга успокаивали. Сейчас вместе дружно держимся. Каждый друг другу помогает, как одна команда. Прошел месяц, как бы приняли присягу, и как бы уже чуть полегче стало. Тут уже знаешь, кому как подойти, как отойти. Вот. Да, в 6 утра подъем, умываешься, зубы чистишь, там, подготавливаешься. После этого на завтрак, в 7 часов завтрак. После завтрака 8 часов построения. Начальник штаба или командир докладывает, ставит задачу на сегодняшний день. После этого по распорядку дня идет командир роты или замкомандир роты ставит задачу, например. Вот, я в РХБЗ подразделении. У каждого из нас есть своя должность. Вот. У меня, допустим, должность
химик-дозатор. Здесь плохого ничего нету, трудного ничего нету. Наоборот, лучше отслужить. В своей жизни только отслужить один раз, только дается шанс. Раньше говорят все, типа, дедовщина, не дедовщина. Здесь максимум что, это заставят учиться повторно. Просто выучишь свою обязанность, будешь знать свои обязанности, все, больше. Будешь знать свои обязанности, будет хорошо проходить служба. А служба будет хорошо проходить, значит, и дома радостные будут, и ты будешь радостный. И быстрее пройдет время, на которое ты считаешь скорее домой уйти. Музыка жақсы эле, мен ойнобойм оның инструментті. А так, хотел бы научиться играть на нем. Также смотрел, кто играет на кумузе. Хотел бы научиться, но буйырса үйрөтөм. После армии постараюсь научиться. Кыргызстан для меня это совсем... Мне кажется, если я поеду даже за границу куда-нибудь в Россию, там уже не будет так, как здесь. Здесь, вот сказать, вот здесь. Вот у меня в Кыргызстане много друзей, также кыргызов, сказать, да? Много друзей. И все ко мне нормально относятся. Нет такого, типа, то, что, типа, также и в армии нету такого, то, что, типа, ты урус, все, я с тобой больше разговаривать не буду или что. Нет, наоборот, все как бы с уважением относятся. Я для них такой же кыргыз, у меня гражданство кыргызское, я такой же кыргыз, разговариваю на кыргызском со всеми, пытаюсь разговаривать. Армияда келдим, 6 ай кийин кыргызча үйрөттүм. Азыр кичине сүйлөйм кыргызча. Буюрса армияда кийин балдар менен сүйлөйм кыргызча. Да, это наоборот, плюс в жизни. Например, вот попадется в ситуацию в жизни, там кто-нибудь попросит помочь. На кыргызском тебе скажут, там, например, бир нерсе көтөрчү, там, например, жардам берчи, а ты будешь стоять, ничего не понимать, это как-то наоборот плюс в своей жизни, знать кыргызский язык. Вот это наш кубрик. Как начали служить, нас разделили по каждой кровати. Здесь мое место. Каждый день с подъема до отбоя здесь. Тумбочка на 2 человека разделена. Каждое свои маломощные средства. Вот. В свободное время можно будет почитать. Здесь книги есть. Правда, немного. Также в свободное время можно сходить в библиотеку, почитать. Там выбор побольше. Также есть шахматы, шашки. Тоже в свободное время можно посидеть, поиграть. Каждую неделю обновляются газеты. Если кому-то интересно какие-то узнать новости. В этом кит-классе мы проводим занятия.
Учимся также тактику, боевую тактику проводим, о наступлении, также в обороне. Нам полностью все объясняют, записываем, где надо подучить, учим. Также присутствует телевизор, где не только в свободное время смотреть, но и какую-то тактику показать, показывают все по телевизору, объясняют. Что мне в Кыргызстане нравится, ну, не знаю, сплоченный народ. Народ сплоченный. Нет такого, то, что ты русский, все, отойди от меня, или ты узбек, отойди от меня. Все сплоченно делается. Если начали одно делать вместе, значит, доделаем это до конца. Вот в этом мне нравится. Также традиции, не традиции. Альчики играли, вот. Потом, что еще мы играли? Тритопан, круг, вот, что еще? В Козлодране не участвовал, но предлагали поучаствовать, но я отказался. Много традиций, в этих традициях мне все нравится. Например, дома мама тоже готовит бешбармак. Ну как это здесь находиться, жить в Кыргызстане, быть гражданином Кыргызстана и не готовить такой традиционный блюдо, так сказать, да? Также мама готовит дома бурсоки, но это... Ну, в Кыргызстане много красивых мест. Даже в некоторых местах не побывал еще. Может, после армии даже получится, побываю. Я считаю уже как кыргыз. Я не считаю себя патриотом, потому что я делаю, потому что то, что все делают, то и я делаю. Типа, нет такого, то, что типа я русский, я пошел в армию, и все, я патриот. Нет, все пошли в армию, и значит мне надо идти. И вот поэтому для себя это полезно будет. В армию пришел служить. Сначала не было такого патриотизма. Только начал все понимать, все узнавать. Где-то что-то было интересно, я узнавал. Где-то кто-то не мог помочь, например, сам узнавал, сам бегал, где-то узнавал на себе все. После этого немного патриотизм появился. Уже как раз как раз молодое поколение пришло. У меня достаточно хорошо патриотизм, как сказать, возвысился. Молодые подходили, спрашивали, советы спрашивали, а здесь как, что, здесь что. Где-то учил, советы давал. Вот. Тоже говорю, созывайте. Будет, наоборот, будет лучше. Каждому солдату дается оружие. Это, например, АКС-74, автомат Калашникова складной. Во время занятий или во время чистки оружия нас научили разбирать, собирать оружие. Первый снимается магазин. В магазине 30 патронов. Также снимается предохранитель. Снимается коробка ствольная. Также возвратный механизм. Также затворная рама. После этого газовая трубка. И в последнюю очередь ДТК. Все, это не полная разборка автомата Калашникова складного. Также сборка.
кандай? Жакшы, өзүң кандай? Мен отурдум. Жүрөм да. Задача бар бирок. Эмне Сен задачасы? эмне кыласың? Дали жүрөм, клубка азыр келем. Неге? Тек концерт. Концерт болду. Жүр. Азыр кой тур, менде задача бар. Жакта Айтпайсың, эмне задача? 4-этаж бітті. Надо подняться. Короче, мен кеттім. Азыр келем. Со Стасом я познакомился в военкомате. Первый день встречи, вот я приехал в военкомат. Уже я попрощался с бабушкой, с тетей, попрощался с дедушкой, попрощался. Мы ждали маршрутку, когда приедет в военкомат, чтобы уехать в РВХ и после РВК приехать в армию. Познакомились. Также мы пришли и просто общались глубже, начали распознавать друг друга как бы лучше. Кто чем занимался до этого, кто чем хочет заниматься в будущем. Вот. Так день в день мы себя, друг друга как бы это, узнавали побольше. Друг он хороший и также полчан. Друг за друга стоим, нет такого то, что типа нет, я тебе не помогу, ты мне не помогай. Все вместе делаем. Нас 3 русских приехало. Есть еще Дмитрий зовут, но постоянно занятый. Редко когда здесь увидимся в армии. Там на завтрак или на обед, но только. Постоянно сильно занятый. Стас, он хороший человек, добрый. Всегда помогает в какой-либо ситуации. Задачи какие-то нам ставят. Где-то тяжелое, где-то легкое, он все равно помогает. Но он бывает вспыльчивый, бывает. Но это редко его надо будет вывести. Может из-за пустяка вспыльнуться, а когда пройдет что-то сильное будет, он может на это не обращать внимания. Такой у него характер. Так спокойный человек. Ходит, выполняет приказы, как все и остальные. Где-то что-то несправедливость где-то видит, он начинает нотации также читать. Почему здесь не так, а вот почему здесь не так. Должно же все справедливо быть. Вот. Всегда. Где-то я вот у него учусь, некоторые советы. Вот. Тоже вот за всю службу у меня не такая справедливость была, за всю службу вот более справедливый стал. Благодаря вот Стасу более справедливый стал. Типа мы планировали дальше дружить, конечно, так же, как и со всеми. С ним мы вот планировали выйти вместе, там, может, что-нибудь совместное открыть, да, бизнес или расширение какое-нибудь. После армии связь, естественно, будем держать, будем общаться, друг другу гости, может быть, даже будем ездить. Кандай, жакшы? О, жакшы, денсаулыктар кандай? Жакшы. Короче, мен өткөн мүнөттө полигондо кеттим. Мен биякта калам, сабакта өтөм. Не боласың? Оружие менен өтөм, үйрөтөм бир нерсе. О, складта иштейм. Бир нерсе үйрөтөм. Ошо калам. Кеттим, короче. А мен калам да. Мурунку понедельникке. Жакшы. Мекенибизде ар дайым тынчтык болсун. Ал эми Кыргызстаныбызды коргоочу мына ушундай жигиттерибиз дайыма бар болсун дейли. Кымбаттуу мекен коргоочулары, сиздерди майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздер Мен Кыргызстандыкмын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Kırgız eş nerse